В эфире Якутии-24 актуальное интервью. Одной из самых обсуждаемых тем республики за последние несколько недель, к сожалению, стали последствия аномального паводка. Сейчас власти и ответственные службы заняты вопросом ликвидации последствий, но на протяжении всего периода ЧС немаловажную роль сыграли и активисты, объединения, волонтеры, студенческие отряды и рядовые якутяне. И как раз на эту тему мы сегодня поговорим с министром по делам молодежи и семейной политики Иваном Луцканом. Иван Петрович, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. И хотелось бы начать разговор с вопроса, какая помощь оказана пострадавшим от паводка молодежью и лидерами общественных организаций? Здравствуйте, здравствуйте, дорогие телезрители. Безусловно, хочется отметить, что уже в первые дни, когда только были получены сигналы о том, что в Амгинском улусе начинает подтапливать села, молодежь Якутии объединилась и начала прорабатывать те планы, по которым будет оказана помощь. Само Министерство по делам молодежи и семейной политики определило 4 основных направления, по которым будет такая помощь оказана. Первое – это помощь в работе студенческих отрядов, те, которые поедут на восстановление уже пострадавших сел. Второе направление – это психологическая служба, которой мы являемся координатором, и об этом я чуть попозже расскажу. Это третье направление – это добровольчество. И четвертое – это сбор гуманитарной помощи от молодежных общественных организаций. Если взять последнее направление – сбор гуманитарной помощи, то здесь надо отметить, что в первые же дни мы объявили такой сбор в Центре молодежных общественных инициатив «Лидер» по Орджоникидзе-10. И поставили, соответственно, координатора, который с 2 часов до 6 часов ежедневно собирал гуманитарную помощь. Надо отметить, что это все фиксировалось в журнале. Конкретно, кто был жертводателем, кто какую помощь оказал, его контактные данные, чтобы мы в последующем могли отблагодарить этого человека. В первые же дни пошел отклик от всех групп населения, начиная от молодежи, заканчивая старшим поколением. Вот хотелось бы отметить Белолюбскую Евдокию Прокопину, ей 82 года, она в первый же день пришла, принесла теплые вещи для пострадавших. Затем Костюк Александр Викторович в первый же день привез 4 мешка и 2 пакета детской одежды. Из аппарата уполномоченного по правам человека из Якутии привезли 10 мешков муки и 1 мешок картофеля. То есть вот такая вот постепенный сбор гуманитарной помощи мы смогли его потом передать. 16 числа мы передали его в Амгинское землячество, 18 уже отправили вместе с вертолетом Ми-26 200 килограмм груза в Усть-Майский район, село Кюпцы, и 21 мая в штаб Татинского землячества. Сейчас мы прорабатываем вопрос открытия вновь пункта приема гуманитарной помощи, потому что к нам обращаются даже представители Кобяйского улуса, тем более у нас сейчас еще паводок начинает подтапливать Среднеколымский, село Березовка, как вы знаете. Поэтому мы эту работу продолжим. Но надо отметить, что эту работу мы проводим совместно с Министерством по развитию институтов гражданского общества, Минобществом республики. Глава республики дал четкое поручение Министерству скоординировать деятельность общественных организаций. И мы, как представители молодежных общественных организаций, подключились к этому диалогу и совместно решаем этот вопрос. Это важно, потому что у нас в этом плане идет четкая командная работа. Собрав помощь пострадавшим, ее же нужно как-то доставить до самих пострадавших. Какие еще государственные службы, муниципальные службы вам помогали в этом вопросе? Да, вы правильно четко подметили, что я уже отметил, что у нас здесь в данном случае командная работа. Мы находим и тех, кто готов увезти, это и по линии государственной службы спасения, и по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям управления, которое действует по Республике Саха-Якутия. Есть и просто желающие добровольцы, органы местного самоуправления. Они предоставляют транспорт, и возможными способами мы формируем пакеты, соответственно, гуманитарной помощи и направляем в зависимости от того вида транспорта, который будет предоставлен. Вот Ми-26 был предоставлен МЧС России, и уже благодаря координации по линии Минобщества мы четко отработали по загрузке данного вертолета 18 мая. То есть там как раз была неполная загрузка той гуманитарной помощи, которая имелась, и благодаря нашей гуманитарной помощи, которую мы собрали от молодежи и от жителей города Якутска, мы смогли полностью укомплектовать вертолет, и он вылетел, и данная помощь была доставлена своевременно. Кроме этого, по поручению комиссии по чрезвычайным ситуациям нам было поручено выделить спальные мешки для пострадавших. Это тоже было сделано своевременно. Более 130 спальных мешков для эвакопунктов, для пунктов временного размещения также было отправлено от молодежи республики. Такие стихийные бедствия, можно сказать, откладывают очень большой психологический отпечаток на людях и пострадавших. Какая была оказана психологическая помощь и как вы оцениваете работу специалистов в этом направлении?
Значит, в июле 2013 года решением комиссии по чрезвычайным ситуациям была создана республиканская психолого-спасательная служба. И координатором данной службы выступает Министерство по делам молодежи и семейной политики через наше подведомственное учреждение. Как вы знаете, у нас есть Центр поддержки, психологической и социальной поддержки семьи и молодежи. Вот психологи данного центра, у нас есть филиалы в более чем 17 районах республики, психологи муниципальных образовательных учреждений, психологи управления социальной защиты, которые по линии Министерства труда и социального развития республики, они все входят в данную психолого-спасательную службу, координацию которой осуществляется по линии нашего центра. Если взять по районам республики, то в каждом районе из тех, кто пострадал, у нас работала бригада психологов. Если взять, допустим, Амгинскую, там было 9 психологов, Усьмайский там 3 психолога, но потом группировка была увеличена благодаря коллегам из Министерства по чрезвычайным ситуациям, Дальневосточного центра, управления в городе Якутске. И наши психологи участвовали как в обходе граждан, так и в оказании психологической помощи. Если взять, то вот со всех районов республики, где психологи работают, те, которые пострадали от паводка, у нас порядка 466 было обращений. Они были зафиксированы и как по горячей линии, так и в момент обращения непосредственно в пункты временного разрешения, в АКО-пункты. И в данном случае психологи, когда участвовали в обходе населения, они тоже доводили информацию о том, что где можно получить психологическую помощь, каким образом. Ну, в целом, вот что хочется отметить, что психологи справились со своей задачей, в принципе, довели до населения ту необходимую информацию. Были, конечно, разовые случаи, когда у людей действительно были переживания, мы это прекрасно понимаем. Но сейчас вот совместными общими усилиями мы видим, как и власти республики, власти органов местного самоуправления ведут работу по восстановлению пострадавших населенных пунктов от такой стихии. А в эти отряды входили психологи штатные на местах в районах? Да, конечно. В восстановительных работах задействованы помимо психологов также еще волонтеры и бойцы студенческих отрядов. Сколько человек и где они вносили свой вклад за это время? Значит, если взять студенческие отряды, то основную комплектацию и отправку их мы будем осуществлять в летний период. Почему? Потому что, в-первых, связано это с учебной сессией, и, во-вторых, у нас поступили заявки от муниципальных образований, где четко расписан тот график работ, который будет проводиться. Это как раз июнь-июль месяц. Где-то это восстановление сельскохозяйственных изгородей, которые снесло льдом, где-то это благоустройство сел подтопленных, где-то это будет, возможно, помощь по восстановлению непосредственно домов, которые пострадали от паводка. И по каждому населенному пункту у нас есть четкое понимание, сколько человек планируется туда отправить. В бюджете республики у нас по определенным районам республики уже сумма была доведена до муниципальных образований. Мы покрываем расходы, связанные с зарплатой бойца студенческого отряда и с его экипировкой, то есть, соответственно, его бойцовка, спецодежда, а уже мы с коллегами договариваемся о том, что проживание, питание уже на местах будет обеспечено. Что касается значит, количество, да, ну вот если взять Амгинский улус, первый пострадавший, то туда 90 бойцов студотрядов планируется. Татинский тоже не менее 90 бойцов. Вот сейчас по Усьмайскому улусу, да, мы решаем, каким образом это сейчас осуществим. Кобяйский буквально, по-моему, 2 дня тому назад заявку к нам отправил. Хангаласский улус, у нас село Актемцы, сами знаете, пострадали, там 50 бойцов планируем отправить. То есть вот эта работа, она будет планомерно в течение лета осуществляться. Но надо отметить, что вот просто иногда идет недопонимание между добровольцем и бойцом студенческим отрядом. Бойцы студенческих отрядов могут выступать как добровольцем, когда вот у них буквально неделю тому назад, когда в Актемцах прорвало дамбу, просто собрались вместе с молодыми государственными служащими и поехали 19 бойцов студенческих отрядов и восстанавливали эту дамбу в течение всей ночи. То есть следили за уровнем воды, но, к глубокому сожалению, все равно вода взяла свою эту дамбу прорвала. Но, тем не менее, они успешно отстаивали ее в течение вот определенного промежутка времени, не давали воде. Вот это добровольческий порыв. Есть тот фронт работ, который они выполняют за заработную плату в течение месяца, там уже строгий рабочий день, строгое фиксирование того объема работы, который они выполняют. У нас есть и добровольцы, которые откликнулись, которые готовы поехать. Мы сейчас ведем их реестр через НКО, Центр по работе с волонтерами. Может любой желающий обратиться, 42 20 001, значит, и записаться в случае, если он желает туда выехать. Ну, главное желание – это первое, да, второе – это физическая подготовка, ну и работать в команде способность. То есть вот по вот этому направлению работаем. И вот что хотел еще отметить, у нас в начале
этой неделе состоялся организационный комитет по проведению ИСЭХа молодежи республиканского, где решением оргкомитета, и вот что хочется отметить, по инициативе самой молодежи. То есть на нас выходили лидеры с молодежи с районов республики, представители общественных организаций. И большинство говорило о том, что давайте мы перенесем все-таки этот праздник, хотя у нас подготовка шла четко по плану, перенесем на 2019 год, а средства будем направлять именно на помощь тем пострадавшим районам. И молодежь инициировала предложение поехать непосредственно в те места, где пострадали, и оказать уже добровольческую помощь, то есть где-то восстановить вот дома и так далее. И вот это очень важно отметить, что это инициатива самой молодежи, которая была поддержана оргкомитетом. Но мы планируем еще провести такое мероприятие, сейчас думаем над формой, которая бы объединила молодежь и еще раз бы и по сохранению традиций, которые есть в республике. То есть сейчас мы обдумываем, какой это уже будет формат. А говоря о простых жителях и рядовых гражданах Якутии, вы как-то организовывали их работу и сплоченность в этом вопросе? Да, вот здесь хочется отметить нашу командную работу с Министерством по развитию институтов гражданского общества, где четко скоординированы были действия всех общественных организаций, простых граждан, которые не входят в какие-то общественные объединения, но по велению сердца готовы были оказать такую помощь и отрабатывали вот землячествами, которые имеются здесь у нас в столице республики по тому виду помощи, который необходим, потому что он всегда индивидуален для каждого населенного пункта. У кого-то там пострадал сельскохозяйственный скот, у кого-то пострадала бытовая техника, у кого-то все предметы там личной, грубо говоря, гигиены, там предметы быта уплыли. То есть вот здесь нужен был индивидуальный подход, и мы считаем, что с этой работой нам удалось справиться, и в любом случае мы готовы выслушать те пожелания, те комментарии, которые есть непосредственно у жителей пострадавших пунктов. Вот мы планируем сейчас такой выезд непосредственно в те подтопленные села, которые были, уже по встрече с населением, то есть чтобы услышать непосредственно от них, какие еще будут пожелания по работам по ликвидации последпадков. И очень коротко, паводок на реках Якутии с разрушительными последствиями происходит часто, и наверняка выработана уже система оказания помощи в ведомстве. Что для вас главное в организации работы? Ну вот, в принципе, те направления, по которым мы работаем, озвучу. У нас четко психологическая служба отрабатывает, четко регламент их работы, то есть в тот момент, когда необходимо, они уже выезжают, разворачивают там помощь. Что касается молодежи из студотрядов, там тоже вся работа, она четко спланирована. Ребята, штаб заседает и фиксирует, куда, чего, сколько бойцов отправить. Спасибо огромное за беседу. А я напомню, что у нас был в гостях Иван Петрович Луцкан, министр по молодежи и семейной политике республики. Оставайтесь на Якутия 24.